Домино – некогда популярная советская забава, а сейчас самый настоящий вид спорта. Не один десяток участников, серьезные призы, но азарт борьбы все тот же. Турнир памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба – мероприятие серьезное. А ведь, казалось бы, домино – это просто способ провести время, пообщаться. Я в детстве играла в домино, но не придавала особого значения этой игре. Но когда я вижу таких солидных людей, которые занимаются домино, я теперь понимаю, что это действительно все по-серьезному. Поэтому я вам желаю всем больших успехов, и чтобы у турнира этого было большое будущее. И у нас у всех тоже. Игра, которую часто называют забиванием козла, имеет многовековую историю. Согласно древним китайским легендам, домино было известно на Востоке уже в XII веке. Сегодня во всем мире в домино играют миллионы. Она и в нашей стране приобрела популярность. В нее играют взрослые дети, женщины и мужчины. Открываются новые площадки, где мастера могут соревноваться с новичками, делающими первые шаги в мир домино. Я только учусь, месяц играю. Так играю записного там. Лет с 15, наверное. Во-первых, он развивает ум, мышление. Чем больше будет турниров, я думаю, тем будет развиваться этот вид спорта. Турнир памяти Владислава Ардзинба длился 2 дня. Любители постучать по парам и индивидуально соревновались в Сухумской спортшколе. Сегодня многие спортсмены становятся чемпионами и мира, и чемпионами России, чемпионами Абхазии благодаря нему. Я бы хотел поблагодарить спонсора сегодняшнего турнира, компанию «Аквафон», благодаря которым мы сегодня проводим тоже турнир в памяти Владислава Григорьевича. На турнир съехались более 50 участников. Торжественная церемония открытия собрала множество гостей. Среди них вице-президент Абхазии Виталий Габния, министр образования Адгур Какоба, супруга первого президента Светлана Джергения, вице-президент Международной федерации домино России Владимир Корнеев. Нынешний этап первый в этом году в соревновательности. И наша задача не только в популяризации данного вида спорта. Мы хотим прощупать, понять уровень подготовки и профессиональности наших спортсменов для того, чтобы и далее ребята могли занимать высшие места на пьедесталах чемпионатов мира. Такие победы ткутся здесь и сейчас на внутренних наших соревнованиях национальных, исходя из кропотливой работы. В воскресенье подвели итоги турнира. В индивидуальном виде лучшим стал Тимур Лакербай, Леонид Шинков – второй, на 3-м месте Саид Ашуба. В парных состязаниях победили братья Корнеевы. Эмоции только одни. В такой замечательной республике, как Абхазия, мы отдыхаем душой, мы встречаемся с друзьями, соревнуемся. Самые великолепные, самые замечательные эмоции. Вторые – пара Даур Зухба и Тимур Лакербая. Третьими стали Алмаз Габуни и Беслан Цвинарий. Главный спонсор международного турнира «Аквафон» вручил призы победителям. Эта замечательная компания поддерживала, спонсирует и большие усилия прикладывает, чтобы домино в Республике Абхазия занял достойное место в мировом сообществе. Чемпионат в память о Владиславе Ардзинба организаторы планируют устраивать ежегодно. Нис Фарш по Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.